Закон о некоммерческих организациях и физических лицах иностранных агентах поступил в парламент самопровозглашенной Республики Абхазия и уже в ближайшее время может быть рассмотрен. О том, какие последствия для общества могут последовать в случае его принятия, нашему корреспонденту Елене Заводской рассказала Диана Кирселян, член Совета директоров неправительственной организации «Центр гуманитарных программ», руководитель общественной приемной по правам человека, которая работает в ЦГП с 1998 года. В парламент поступил закон об иностранных агентах, и в ближайшее время, видимо, будет он рассматриваться. При этом мы видим в обществе резко негативную и очень массовую реакцию против принятия этого закона. С чем она связана? Что беспокоит людей? Идея принятия этого закона – это не дело сегодняшнего дня или сегодняшнего года. Да? Эта история длится уже много лет, начиная, не помню, с 2013 или 2014 года. И все это время люди, которые понимают, какие последствия может принести этот закон, пытались встречаться с депутатами парламента, с представителями власти, объяснять, почему этого делать нельзя. Потому что не все люди, конечно, понимают, насколько широк может быть круг людей, которые могут попасть под действие этого закона. Если раньше речь шла о поправках, об иноагентах, да, к закону о деятельности некоммерческих организаций, то сегодня это уже отдельный закон об организациях и физических лицах. И этот законопроект, да, представляет собой такую наиболее жесткую версию того, каким могло бы быть регулирование в этой сфере. Я считаю, что вообще неприемлем такой закон. Его ни в коем случае нельзя принимать. Он противоречит нормам Конституции. Он жесточайшим образом, можно сказать, ограничивает гражданские и политические права людей. Я хочу, чтобы все понимали, что речь идет далеко не только о людях, которые работают в неправительственных, некоммерческих организациях. Это гораздо более широкий спектр людей. Это и политические деятели, и журналисты, это могут быть представители диаспоры и так далее. То есть все люди, которые так или иначе когда-либо сталкивались с международными организациями. Понимаете, это такой репрессивный механизм, который, если запускается, то он будет все больше ужесточаться со временем. Даже если некоторые думают, что вот сегодня я под этот вариант закона не попадаю, это совершенно не значит, что завтра к нему не будут приняты какие-то поправки, которые еще больше расширят круг людей. Потому что очевидно абсолютно, что этот закон принимается не для того, чтобы контролировать деятельность НПО, и не для того, чтобы контролировать деятельность международных организаций, а для того, чтобы ограничить возможность людей выражать свои мысли и свое мнение, отличное от мнения партии власти, скажем так. Все говорят о поражении людей в правах. Конкретизируйте, пожалуйста, в соответствии с этим законом, в чем именно будут ограничены граждане Абхазии, которые подпадут под действие этого закона? На самом деле ограничений очень много. В соответствии с этим законом люди, которые будут признаны иноагентами, или сотрудники организаций, которые будут признаны иноагентами, да, не смогут заниматься преподавательской деятельностью. Они не смогут участвовать в публичных дискуссиях, в круглых столах, в конференциях. Они не смогут принимать участие в избирательных кампаниях. Получается, что весь спектр политических и гражданских прав будут лишены эти люди. Конечно, в демократическом государстве представить себе такое просто невозможно. Это нарушает основы нашего демократического строя. Это фактически сегрегация, отделение такой группы людей от основной части, у которой, значит, есть все права, а эта часть людей будет лишена этих прав. Честно говоря, в 21 веке в демократическом государстве сложно себе представить, как такая модель может работать. Диана, вот в общественном пространстве очень четко видно, что многие люди не понимают значение этого закона, последствий. Они говорят о том, что, подумаешь, повесите плашку иноагент и будете работать, как всегда работали. Вот что бы вы ответили на это? Это, конечно, большое заблуждение. Я должна сказать, что практически все люди, работающие в некоммерческом секторе, в общественных организациях, просто не будут работать с таким ярлыком.
Но речь идет даже не о том, что это ярлык. Люди, которые говорят, что это просто будут вас называть иноагентами, потому что вы получаете финансирование из Запада, да? Но это совершенно не так, потому что последствия – это как бы не финансирование, а последствия – это те ограничения в правах, которые есть. Диана, как на ваш взгляд, для чего нужен этот закон? Почему его столько лет вот так продвигают и сейчас уже в таком максимально жестком варианте пытаются провести через парламент? Да, но очевидно, что не для того, чтобы контролировать работу НПО или международных организаций. Конечно, это все блеф, потому что, во-первых, у нас есть закон, который регулирует деятельность некоммерческих организаций, и там заложены механизмы, позволяющие вести этот контроль. Эти механизмы работают, потому что мы отчитываемся в Минюст ежегодно, да, мы периодически подаем на статус благотворительности, его получаем. Мы ежеквартально отчитываемся в Министерство юстиции. Это помимо того, что мы там проходим международные аудиты независимые и так далее. Вот эта попытка превратить этот закон в некий механизм контроля, это такой очень дешевый трюк, можно сказать, который очень легко читается, да, то, что стоит за ним. А за ним стоит именно репрессивный механизм, который будет бороться с инакомыслием, с гражданской позицией людей, не согласных с принимаемыми решениями властью, да, в той или иной сфере. Когда говорят, что пусть они занимаются социальными вопросами, благотворительной деятельностью и не лезут в политику. Но, послушайте, мы граждане нашей страны, и согласно Конституции, согласно законам, мы равны со всеми остальными. И у нас есть все права для того, чтобы выражать свое мнение, для того, чтобы свою позицию артикулировать разными способами. Можно это делать, и можно это делать и в статьях, можно это делать на митингах и так далее. То есть нас хотят нейтрализовать таким образом, да, приняв этот закон, лишить нас возможности выражать наше мнение. Диана, известно, что неправительственные организации Абхазии, они занимают достаточно большую нишу и выполняют те функции, от которых отказалось государство. Если на гражданское общество, на неправительственные организации будет обрушен вот этот репрессивный закон, да, предположим, чего общество в этом смысле лишится? Какие сферы деятельности НПО пострадают и какие граждане Абхазии пострадают от того, что НПО прекратят заниматься тем или иным видом деятельности? Да, на самом деле очень широкий спектр различных видов деятельности, которыми занимаются гражданские организации, скажем так. Не надо говорить о том, что пострадают НПО. Нет, пострадают наши бенефициары, то есть люди, для которых мы работаем. А это абсолютно разные сферы. Начиная от людей с ограниченными возможностями, людей с тяжелыми заболеваниями, наших детей, которые благодаря международной помощи вакцинируются уже 30 лет с момента после войны. Это и люди, нуждающиеся в правовой помощи. Понимаете, они к нам приходят, потому что они понимают, что здесь они получат квалифицированную помощь совершенно бесплатно. Им не нужно давать взятки, им не нужно унижаться перед кабинетами чиновников. Они знают, что они получат свою консультацию, если необходима свою помощь. Да? Это несовершеннолетние дети из неблагополучных семей, в конфликте с законом. Это женщины, страдающие, дети, страдающие от домашнего насилия. Спектр настолько широк, что он охватывает практически все население. А давайте возьмем сельскохозяйственные программы, да, экологические программы и так далее. Даже если бы наша организация занималась просто экологическими программами, да, но при этом мы, как сотрудники, возмущены тем, что застраивают центральную часть Сухума, нарушая все законы, положения и так далее, то нас все равно признают иноагентами, понимаете, вне зависимости от того, что мы делаем. Поэтому я считаю, что тотально всех коснется, кто в этой сфере работает. И мне просто очень интересно, что будет делать наше государство
когда наши программы закроются, и эти люди, которые сегодня приходят к нам, да, и получают тут какую-то помощь, отдушину и так далее, будут приходить в их кабинеты. Вот что они будут делать в этом случае? Вы знаете, в любом нормальном государстве, демократическом, государство передает часть своих функций, то есть по предоставлению различных услуг социальным, гражданскому сектору. Это норма. Тем более, что мы не просим у государства помощи, мы наоборот помогаем государству. Мы, конечно, не можем просто консультировать бесконечно людей по каким-то правовым вопросам, видя, что эти правовые проблемы возникают из-за, там, не знаю, отсутствия нужных законов или противоречий. Мы не можем просто молчать, мы должны об этом сказать государству, что, вы знаете, вот такое количество людей к нам обратилось с такой-то проблемой из-за того, что существует проблема в законодательстве. Давайте вместе думать, как это решать. Вот мы предлагаем вот так. В нормальном государстве власть с удовольствием бы принимала такую работу, еще и благодарила бы за то, что мы делаем. У нас сложилась такая ситуация в последние годы, когда диалог между властью и гражданским обществом становился все меньше, и пространство для диалога постоянно сужалось. И сейчас это все достигло, конечно, апогея своего. А как бы, Диана, вы это объяснили вообще? Почему это происходит? У вас есть ответ на этот вопрос? Это сложный вопрос. Мне кажется, что есть в государстве нашем, да, непонимание, наверное, функции, что ли, гражданского общества. Мы видим, что власть видит какие-то опасения в нашей деятельности. Они пытаются нейтрализовать эту опасность с их точки зрения. Хотя на самом деле никакой опасности нет. Когда есть диалог между гражданским обществом и властью, всегда можно приходить к конструктивным решениям. И это только будет способствовать эффективности государства, а значит, будет служить в пользу той власти, которая находится у власти в этот момент, потому что если ты что-то модернизируешь, делаешь более эффективным, для тебя это в пользу, правильно? Ты зарабатываешь на этом очки как власть. И у тебя больше шансов остаться во власти еще, да, если есть такое желание. Мне кажется, нет этого понимания, как в демократическом государстве должно функционировать общество вообще, да, и взаимодействие как должно происходить. Конечно, не только эта причина, есть еще и внешние причины. Это усугубившаяся ситуация геополитическая в регионе, в большом регионе, она, безусловно, влияет. Влияет то, что происходит у нашего стратегического партнера Российской Федерации, потому что у них уже произошли, можно сказать, да, процессы. Такое ощущение, что копирование происходит, но это совершенно неверный подход, потому что невозможно копировать все, да, буквально у какой-то другой страны, потому что это ведь контекст, культура, традиции, законодательство, миллион факторов, которые влияют на то, почему в этой стране происходит так, а почему у нас в стране должно происходить по-другому, потому что есть нюансы. Ведь мир не просто черно-белый, очень много оттенков серого существует, и их надо учитывать, если мы хотим сохранить свой суверенитет, свою независимость, быть более эффективным государством, приближать, в конце концов, признание международного сообщества. Асида Ломи, председатель детского фонда, выступила в социальной сети, записано видео. Она заявила о том, что она категорически не приемлет ярлык иностранного агента и не будет его носить. Можно ли спрогнозировать, Диана, в случае принятия этого закона, как будет реагировать гражданское общество, как будут реагировать неправительственные организации? Что произойдет в том случае, если депутаты примут этот закон? Я совершенно согласна с Асидой Ломи, для которой неприемлемо носить ярлык «иностранный агент». Это неприемлемо для меня и для всех моих коллег. И мне кажется, это понятно, потому что мы все выходцы из Советского Союза. Да? Эта коннотация, она для нас очевидна. Мы не собираемся быть в позиции жертвы, мы не собираемся быть признанными врагами народа из-за того, что какие-то люди во власти решили, что они могут
себе позволить повесить на уважаемых людей, да, на людей, которые огромный вклад внесли в независимость этого государства и в строительство демократического современного государства. Вот смотрите, что происходит в Российской Федерации. Сегодня многие люди, которые признаны иностранными агентами, они себя как бы успокаивают тем, что это стало уже в России таким вот достижением, что если тебя отнесли к иностранным агентам, значит ты честный, порядочный, там, образованный, интеллигент, у тебя есть гражданская позиция и так далее. Но мне кажется, это немножко вот так вот попахивает состоянием жертвы. Вот мне кажется, что мы не готовы быть жертвами ничьими. И если, не дай бог, этот закон будет принят, мы будем продолжать бороться, безусловно. Есть для этого механизмы, есть для этого Конституционный суд, потому что закон антиконституционный. Он нарушает Конституцию, конституционные нормы, важные, связанные с соблюдением прав и свобод человека.